Вот мы сегодня всю программу говорим о том, как люди добились успеха при помощи интернета. А ведь бывает и наоборот. А это как? А так как у журналистов в Кыргызстане интернет с их помощью обрел успех у местного населения. В моем сюжете все подробности. Правительство Кыргызстана. Здесь вершится судьба государства и его граждан. История страны. Это центр города. Буквально 200 метров, и мы находимся в онлайн-центре. Именно в этом здании зарождалась история первого онлайн-телевидения Киргизии. Мирлан Дуйшинбаев, по-другому не скажешь, акула пера. Не один десяток лет он трудится у станка печатного дела страны. И когда возник вопрос, кому доверить ответственный проект онлайн-ТВ, гордо именуемый первым, сомнений не было. Я был инициатором, чтобы мы поскорее создали этот интернет-телевидение. И полностью от нуля до создания этого интернет-телевидения сайта я работал. Так появилось на свет сие необыкновенное детище, и нарекли его kyrgyztoday.kg. Никогда еще прежде на просторах Кырнета не было такого явления, как телевидение онлайн. Сайт стал первопроходцем. На плечи создателей легла большая ответственность и большие проблемы. Это если новую газету откроешь, это легко, а работа с интернетом, средства информации, связанные и на пространстве интернета, требует очень много денег. Преодолев финансовые трудности, создатели ресурса столкнулись с непониманием коллег. Быть первыми в чем-то – труд не из легких. Когда на съемках ходим, пресс-конференция, там оператор смотрит нашу камеру и удивляется, что у вас такой формат. У нас там формат 16:9, поэтому так у нас показывает камера. Собралась инициативная и очень креативная команда. 6 журналистов, видеоинженер и 2 оператора. При таком относительно небольшом коллективе редакция выпускает от 4 до 7 материалов в день. Так как мы только открылись, только начинаем что-то понимать, свое направление, что мы хотим в дальнейшем, и как будем дальше двигаться. То есть в данный момент мы берем практически все. Рубрики на сайте ежедневно обновляются. Новая информация попадает в разделы «Политика», «Экономика», «Культура» и «Общество». Если некоторые сайты, некоторые средства массовой информации предназначены только отдельным слоем аудитории, то у нас мы учли интересы всего населения, то есть всех слоев аудитории. Основной принцип работы редакции – беспристрастность. Материалы готовят обширные, нет никаких ограничений ни со стороны властей, ни со стороны редакции. Журналист волен творить. Вот ребята и креативят. Неудобно как-то, раньше я на кого-то цеплял, петличку теперь на меня. По словам онлайн-журналиста Кудрята, сегодня почти нет преград для творчества. Если поначалу пресс-службы и госструктуры не воспринимали их всерьез, интернет-телевидение было тогда едва ли не 7-м чудом света, то теперь без сотрудников kyrgyztoday.kg не обходится ни одна конференция. Нас зовут с информационных агентств на пресс-конференции, люди сами приходят. По результатам мониторинга Кырнета сайт kyrgyztoday.kg на 2-м месте в рейтинге самых посещаемых веб-ресурсов. И пусть популярность среди местных жителей не столь велика, интернет в стране пока еще не отвоевал место лидирующего источника информации. Популярность среди соотечественников, проживающих за рубежом, бьет все рекорды. Скучают эмигранты по родине. И есть почему.